Зима, ребят. Тлами. Хорошо, что собака со мной. Хорошо, что он есть. Радует. Да, сегодня, конечно, скрипучий вот этот снег. Предатель. Слышите, какой звук дает? В принципе, южный ветер. Южный ветер. Сегодня плащ придется одеть. Потому что все это будет таять. Как ни крути, все это растает. Еще опять изменится. Опять все превратится. Такой вот зеленый цвет, коричневый. Чуть-чуть не успел, ребят, показать вам, поснимать. У меня, наверное, в прошлом году видео было, как все менялось, когда листва падает, она золотистого цвета, очень красивого цвета, золотистого, желто-золотистого. Потом уже начинает на земле, через несколько дней он становится коричневым, коричневым, темнеет, темнеет. Вот сейчас уже этот процесс прошел, и все листья, они темные. Смотрите, как шатают деревья. Вот это ветрище сегодня. На полях, наверное, минимум 10 метров в секунду. Тула, спишь? Сейчас я тебя накормлю и пойдем. Накормлю и пойдем сейчас на охоту. Сегодня темно, смотрите. Обычно я в это время уже выхожу в тайгу, а сегодня вот такая вот. Из-за того, что облака прям зависли на верхушках деревьев. И не хочет расцветать. Посмотрим, что будет после обеда. А снимать, ребят, такую погоду я не знаю. Буду ли я вообще включаться, снимать. Сходить-то сходим. Объектив он постоянно в воде. Камера сырая. Не знаю. Если не буду снимать, я вечером все расскажу, как день прошел. А для съемки надо выбрать хорошие дни. Солнечные такие вот. Самое главное, чтобы осадка не было. Для съемок. Вчера, когда ехал на лодке, тоже хотел поснимать обратный путь. Но вот так тоже шел снег прям в глаза. Липло все это. И я не включался. Ну, вот такое утро, 12 октября. Послезавтра покров день будет. Ну, время идет. Скоро уже настанет зима. Все меняется, все под снегом скоро будет. Мне надо распилить это. Я немножко распилил, но все надо распилить и сложить. Эти дрова еще, может, уйдут у меня, потому что там уже немножко осталось. Ночью сегодня один раз вставал. 2 полена она подкидывала. Чего? Да, штормит, ребята. Тулан. Штормит. Что не поделаешь. В принципе, если есть птица, и такую погоду можно добыть. Ладно, сходим. Там видно будет. Да? Ладно. Ну все, ребят. Мы вышли в тайгу. Посмотрим, какой будет день. Да, как начнет все это таять, ребят, вы не представляете, какой ливень начнется. Просто ливень. Вот так выглядит река.
Сузуки 6. Снегу, лодка в снегу, уже вода там. Снег тает. Где-то за сутки вода пришла, грубо говоря, 3 сантиметра, не больше. Резко не поднимается вода. Потихоньку, потихоньку. От силы 10 сантиметров после нашего приезда на вода. Но нормально. Лучше пусть поднимается, чем когда вода снижается тоже. По большой воде хорошо ходить. На вырубки сегодня я не пойду, ребят. Так штормит, деревья вон там прям шатает. Вдоль реки, наверное, схожу. Вдоль реки. Не, на дорогу, на вырубку сегодня нет. Я что-то передумал. Этот ручей всегда рабочий. Но в этом году он, конечно, маленький. Обычно все заливает, там вот этот песок, все под водой бывает. Пенный ручей, я так его называю. Каждый год хожу тут. Ребят, ни одного рябчика нету. И тишина сегодня. Даже синицы не поют. Все спят. Где-то спрятались. Хотя им тоже надо питаться, кормиться. Я вдоль реки иду. Где-то тулан впереди меня. Ну, сегодня недалеко от меня, так бывает исчезает, но ненадолго. Вообще тишина как-то. Ни птиц, ни зверей, ничего нет. Все спрятались. Там озеро небольшое, мимо озера этого я прошел уже. Один раз тоже тащил сюда я лодку. Вот через все это я тащил лодку-плоскодонку и туда закидывал сети. Там мелкие щуки только еще. Карасей ничего нету, только щучки мелкие попались. Других рыб я не поймал там. Но лес тут так себе. В основном ельник. Опа. Но рябчики тут водятся. Но молчат. Тишина. Нелетный день сегодня. Вон тулан идет. Вон он. Тула. Тишина. Вот. Вон каш. Вон один. Ряд. Ищи. Будем искать. Там была тень. По этому болоту я еще пройдусь. Не сегодня, а другой день. В прошлом году тоже напрямик сюда шел. На избу. Вон оттуда, с севера. Все это я вам показывал. Посмотрим, что дальше будет. Пока тишина, ребят. Наслаждаюсь природой, воздухом, этим снегом, тишиной. А другого пока ничего нету. Чтобы вам что-либо заснять интересное. Пока тихо. Тулан кого-то облаивает. Надо сходить, посмотреть. Кого он там лает? В дерево или в землю?
Ой-ой-ой, деревья какие высокие. Знал бы, что с белкой балуешься, не пришел бы к тебе. Куница покрупнее я бы заметил здесь. Ты ладно, не того лаешь, блин. Конна. В ту елку блаят. Ладно, оставляем. Это бесполезное занятие, блин. Пошли, туда. Белка нам не нужна. Такое место интересное. Я думал, что-то другое лает на. Так. В общем, снег не прекращается. Лох, пошли. Туда. Не шуми. Лох, лох. Лох нам. Фигней занимается, блин. Так, мои следы. Небольшой перекус. Чай с хлебом. Погода, ребят, вон, смотрите. Даже днем не успокаивается. Сейчас в сторону избы пойду. Надоело ходить без толку. Сегодня видел, вы не поверите, вот шел и что-то взлетело. Я думал, рябчик. Потом еще шаг сделал, у меня под ногами сучок сломался. Там, оказывается, над головой высокие березы у реки вот тут. Оказывается, там сидели... Ну да, еще 2 штуки взлетело, и я понял, что это были косачи, тетерки косачи. Я не мог даже ожидать, что возле реки, они на береже, они сидят там. Возле вырубка обычно там их можно встретить. Возле дорог. Но они и возле реки, оказывается, тоже были. И еще шаг сделал. И, блин, еще один там, оказывается, был. Короче, все улетели. Ну, просто неожиданно. Вот ты смотришь, идешь вперед, чтобы сучок в глаза не попало. Там еще тише там идешь там. Чтобы ветки не задеть, бывает, идешь. А там над головой они сидели. Вот такие дела. Ну, короче, сейчас пойдем на избу. Снимать нечего. Видел я сейчас следы у белки. Слышал одного рябчика свистел. Все. Ничего больше. Вот такие дела. Сейчас-то я увидел белку. Вон он в кадр попал хорошо. Вон бегает. Видите? Ну, уже синий. Уже синий. Опа, прыжок такой, все. Елку побежал. В общем, ребята,
Иду на избу. Весь сырой. Ну, живого места нету. Ну, плащ помогает, как бы. Шапка сырая. Бродни. Вот, ребят. Руки замерзли. Перчатки как бы отсырели. Так иду, и снег попадает в перчатки. Вот это погода. Тюрьма Сулан. Успокойте. Ща. Фу. Фу. Одним словом, я уже, наверное, включусь на избе. Иду по ельнику. Вот такие дела. Пока без выстрела. Я надеялся, что погода распогодится, но вот видите как. Целый день идет. Просто снег. Сейчас уже превращается этот снег такой мокрый. Да, уже весь мокрый. Все тает. Ну, это есть охота. Кайф. Каждый по своему кайф получает. Кто-то в бары ходит, кто-то вот так бродит, ищет. Интересно. Ладно, пошел я дальше, ребят. Все, тюрьма. Ну все, ребят, раздеваюсь. Поход на сегодня закончился. Без выстрела, без ничего, но что поделаешь, бывает такое. И часто, между прочим. Но погода сегодня, конечно, шикарная. Для охотников, кто ходит и охотится на лосей. Вот это действительно для них это самое то. Как-то вот бесшумно, все тихо, снег особо не скрипит, мокрый сырой снег. А я охочусь на птицу. Вот, ну что, плащ мне помог, очень даже, ну отсырел, конечно, отсырел на сухой. И вот эти бродни, ребят, не знаю, видно, не видно вам, бродни. Сейчас я покажу поближе. Вот эти бродни, которые я брал в Сыктывкаре, возле лидера, там в ларьках. Блин. Я сейчас понял, что они лучше, вот я не знаю из какого материала, но они лучше, чем резина. В резиновых сапогах у меня ноги все очень сильно потеют, а в них прям шикарно. И вот этот голень, вот смотрите, как все облегает. Вот. У резиновых сапог вот постоянно такие. И снег туда прям хлопьями падает. Вот так ты идешь и все открыто. А он прилегает. И я плащ у меня длинный был, я обрезал именно под эти сапоги. Вот. Не подумайте, что это реклама. Это просто я делюсь. Я весной покупал для своих подписчиков. Сейчас уже смело могу рекомендовать. Прям шикарные сапоги оказались. Вот. Ну все. Я буду раздеваться. Тулана накормил, что съел. У Тулана нет такого, что он голодает. У него миска всегда полная. Сейчас куда-нибудь я спрячу. Ну, могу в коридор или чтобы снег не попадал. Уберу, наверное. За водой сходил. Сейчас зайду в избу и вряд ли я сегодня куда-либо выйду. Просто вообще жесть. Погода не для охоты на птиц. Все спрятались сегодня. Все. Буквально все. Случайно видел там 4 кополуха и не кополуха, а 4
косачи терки вот эти были. И все. Одну белку еще. И один рябчик еще свистел. Все. Вот и вся охота. Хоть бы разок куда выстрелил. Ладно, я замерз. Вот здесь у меня немножко, ну вот тут водолазка вся сырая вот тут. Фух, хорошо. Я в избушку заходил, на печку еще не смотрел. Ой, печка, угольки. Подкину дрова. Время 1:30. И смотрите, снег не тает. На улице +1. И снег, в общем, лежит до сих пор еще. Пошел я в 6 часов. 7,5 часов я ходил. Вот видите, я зашел в избу, и я в футболке. Затопил печку. Буквально там 3 минуты прошло, печка в общем Ташкент, тепло. Это говорит, что лучше буржуйки ничего нет. Ребят, не устаю об этом говорить. Раньше у меня кирпичная печка была. Вот так с утра перед охотой я затапливал. И, как сказать, после обеда к вечеру у меня уже в избе все равно уже не так тепло было. Потом вечером по-новому затапливал. И тепло это было, ну, примерно до утра. Тоже к утру уже тоже остывала изба. А буржуйкой, ну, блин, я лично доволен, честно говорю. Поэтому и всем рекомендую. Но только, еще раз повторяю, делайте с умом. Если вы буржуйку сделаете и у вас будет тяга, офигенная тяга, в двери лишнее отверстие сделаете, то все, это у вас будет жарко или холодно. С моей буржуйкой как бы могу я температуру регулировать. Но когда сухие дрова, хоть и тяга полностью закрыта, все равно как-то загорается там. И жар немножко жарко бывает. Но можно, лучше пусть жарко будет, чем холодно. Если жарко, дверь открыли, без проблем. Зато вот видите как. Я зашел и все, я разделся.
А с кирпичной печкой нет, это не то. Надо ждать вечера, чтобы по-новому затопить. Сейчас у меня вещи буквально за полчаса все высохнет. Потому что от печи жар хороший идет. Раньше я тоже был поклонник только кирпичной печи. А в охотничьих избах рекомендую всем сделать буржуйки. И вы будете рады. Вот. Не знаю, что сегодня варить. Какой-то суп, наверное, сварю. С тряпчиком возиться не хочу. Выщипывать. Я сегодня даже на улицу не хочу выходить. И не успокаивается эта погода. Знаете, вот несколько лет назад, не помню уже сколько лет это, ну прилично уже. Прилично лет уже прошло. Может и 10, может 7. Вот так же вот охотился. И как начал снег валить. Сутки примерно на снег шел, но очень много снега навалил. А, вот этот фильм-то. Как же? Ледяной капкан. Я как выезжал из этой реки. Вот. Потом резко так замерзло еще. Еле-еле выехал. Думал, все. Застряну. Если еще одну сутку я здесь, еще сутки здесь был бы, я бы не смог выехать. Даже полсутки. Потому что большая река уже, заторы были. Полностью. И здесь каждый поворот. Уф, еле-еле. Как вспомню это. Но это снег обманчивый. Это как-то лебеди еще не летели, ничего. Вот так. Остается только болтать. Нормально ничего не могу показать. Охоты нормально пока нету. Чтоб по глухарю пострелять. Пока так. Глухарей нету. Хорошо, что я на вырубку не пошел сегодня. Так штормило. Не знаю, где дичь прячется в такую погоду. Всякие сухарамы. Так, время без 15:03. +1. Сейчас на улице выйдем, покажу погоду. Здесь у меня на печи кастрюля. Начинаю готовить, суп варить. Рюкзак висит вон весь сырой сегодня. Вот. А погода, вон, смотрите. Сейчас, короче, я позвонил домой. Дальше погода потеплеет. Потепление. Даже и снег, Викторовна говорит, не показывала сегодня. А вон что говорит, и у нас в селе также снег идет. Завтра уже обещают потепление и дождь. Дождливые дни. Несколько дней. Так что фиг знает, какая охота будет. Погода вообще не радует, как ни крути. Вот такие дела. Планов было очень много. Но
Хочется ясное, хорошее. Вот вчерашний день хороший был. Прям идеальный для охоты. Но собака у меня ушла. Так получилось. Без собаки тоже, как бы, когда собака, ты идешь, от тебя там бывает и дичь поднимается, но все равно, скажем, ты одного глухаря увидишь, или собака еще шерстит за сотни метров, еще там несколько штук поднимет. А удастся добыть или нет, это лотерея. Вот, смотрите. Грибок. Вот это все уже гнилье. Вон, смотрите. Верхние доски надо поменять. Весной, конечно, я, наверное, займусь вот этим. Хотел пол разобрать, там новый пол постелить. Но в будущую весну я кровлю буду что-то делать. Вот, уже сюда подходил, там смотрел, насколько, как капает там. Вроде сухо. Или это от этого конца вода как-то идет, вон там видно, видите? Вот, вода идет. Избушка, ребят, если будете строить, наклон крыши крутой сделайте. Не повторяйте мои ошибки. Но у меня проблемы были с деньгами, когда строился. Доски вообще, ничего не было. Доски привозил вот это. И сейчас-то бураном можно все привезти. А тогда на лодке все я поднимал, стройматериалы. И вот так им односкатным сделал. И покруче, крышу покруче делайте. Как бы двухскатным и покруче. Хоть как, но покруче надо. Чтоб вода прям быстро-быстро уходила, чтобы снег сразу моментально растаяла весной. Вот такие дела. Ладно, все, наверное, воду за водой еще раз ходил я. Целое ведро до завтра хватит. Вот тут тоже небольшой лед, корка льда и море снега. Вот такие дела. Из грибов ничего вчера я не приготовил. Они все испортились, наверное, уже. Так. Сегодня хотел еще на рыбалку сходить. Ну нафиг. Никуда я не пойду. Все. Действительно. Сейчас еще по пути дровишки занесу. На полено хоть сразу в печку. Ну тут труха вот. С плесенью вот этот. Нижние венцы когда менял вот здесь. Так, ладно. Вот Тулану кайфово тут. Самое то отдыхает. Жара-то какая тут. Вообще перебор жарко. Я раздеваюсь. Я просто в шоке от этих сапогов. Сегодня такая сырость, и у меня здесь вот тут все сухо. Понимаете, все сухо. Портянки практически, ну, блядь, тоже сухие они. Считай, полдня ходил. Вот чуть-чуть там кончик, это здесь вершина, где я снег куда заходил. А чтобы вот потеть, он не потеет. Я просто обалдеваю от этих сапогов. Самые простые сапоги купил. Не из крутых. Но я понял, они намного лучше резиновых. Бля, 100% намного лучше. Черные резиновые я тоже. Вот по старинке, как сказать, с портянками хожу. Удобно. И самое главное, ребят, он не жмет нигде. Я брал 46 размер для себя. Голень вот чуть-чуть промок и все. Внутри все сухо. Но чуть-чуть отсырело. Не буду обманывать. Чуть-чуть сырость есть. Вот. А нет. Разница есть с резиновыми сапогами. Не знаю, из какого материала это сделано. Клеится ли вообще. Штаны сухие.
Вот так. Сейчас тушенку надо закинуть. И, в принципе, суп варится там уже. Время без 5, без 7, 5. Ну, примерно вот так. Без 7, 5. Ну, в общем, вечер уже темнеет. Отварил суп, сварил. Короче, здесь тушенка, картошка, морковь. Накрошил еще что? Морковь, тушенка, картошка, лук забыл. Дальше ложку с горочкой, вот такую ложку с горочкой добавил перловку, лавровый лист 2 штуки и перец. В горошках штук 5, наверное. Хороший вкусный суп, думаю, получился. Вот я вижу, перловка разварилась хорошо. И одна ложка с горочкой, прям с горочкой, вот самое то, достаточно. Кушать не хочется. После того, как пришел я, чайник закипел, я разбавил роллтон съел. Не стал уже ничего это снимать. Вот. И сейчас еще на ужин вот эту тарелку съем супа. И на завтра это у меня останется. На улице погода вообще штормит. Пока вроде как немножко снегопад перестал. Чуть-чуть такой сырой снег идет еще. Но смотрю и думаю, что завтра, может быть, даже будет у меня выходной. В такую погоду мне не хочется куда-либо выходить. Просто, но если за ночь это все растает, другое дело. Но если не растает, завтра, ребят, такой ливень будет из деревьев идти. Все это будет таять, и даже в плаще. И, ну, знаете, вот лучше дома пересидеть такую погоду. Я не раз уже в такие дни я ходил. В прошлом году, вот сегодня меня прям идеально вот это плащ спас. В прошлом году, как вы помните, в такую же погоду я попадал, когда ходил к избушке у ручья. В этом году еще там не были. Не знаю, получится, нет туда сходить. В планах тоже, в принципе, есть. Надо бы сходить, проведать там эту избу. И вот тогда я тоже... Такое вот сухое утро было. Снегопад. И после обеда, как начало все это таять, и я, как знаете, вот, до трусов был сырым. Даже вот этот войлочный сукно, куртка не помогла. Все, в общем, насквозь стал сырым. Ребят, у меня, как вы знаете, русский язык очень кривой. Много слов я не так говорю, но надеюсь, вы понимаете. Как умею, так и разговариваю. По-другому не получится. Чувствуется лавровый лист. Привкус дает. Угу. Именно лавровка. Сейчас еще майонез надо сюда добавить. С майонезом. Вот. Ну, сегодня день пустой. Вообще пустой. Даже ни одного рябчика не добыл. А как добыть, если просто ты их не видишь? Вот идешь и не видишь. Я вот, как сказать... Не весь путь у меня был включен этот трек. На обратном пути я уже включил, и
у меня трек показывает 9 с лишним километров. Это получается больше половины пути я прошел. Потом я включил навигатор. Потом я сходил до конечной точки. И вот возвратился я до избы. У меня 9,5, 9 с лишним километров. 9 с лишним. Ну, сегодня, значит, я примерно, наверное, 15 километров прошел. Чуть-чуть может меньше, но даже в такую погоду я нормально. Да, в принципе, не тяжело. Просто вот это то, что вот липкий снег идет, и вообще щели тебе залетают, ты с деревьев, вот ты попадаешь в такие мелкие деревья, там зацепляешь, и все это на тебя идет. Также просто снег, вот когда вот валит этот сырой снег, вот тоже вот без капюшона. Обязательно надо капюшон. Обязательно капюшон нужен. Все куртки, чтобы с капюшоном были. Вот плащ и все остальные. Вот. И надо еще непромокаемую шапку. Вот этот, в чем я хожу. Вот еще бы не промокал бы какую-нибудь плащевку на шапку. И вообще здорово было бы. С козырьком. И все, в принципе. Собака тоже в нескольких местах облаивал кого-то. Но там белки. Кроме них никого там не думаю, что кто-то еще был. Может и куница, может и где-то в елке сидит и рябчик, просто я не увидел. Тоже вот когда ты уже приходишь в тайгу что-либо добыть, и вот за целый день ничего не добываешь, и тоже в минусе пока. Это то, что мы сейчас добыли за 4 или 5 дней, но это ерунда какая-то. Ты за сутки, вот что на охоте хотя бы 5-10 рябчиков в день надо добывать. Минимум. А у нас общей сложности, наверное, 4 рябчика. Да, 4 рябчика пока. Удивительно. Ни одного глухаря еще не добыли. Что поделаешь. В прошлом году добывал. Позапрошлом вообще из-под собаки ничего не удавалось тоже добывать. Имею в виду глухарей. Вот. И многим зрителям вот вам и ответ, что из-за охотников все исчезнет. Вот попробуйте, вот придите, возьмите на плечо ружье и сходите там, побродите там, насколько настреляете. И потом выводы сделайте. От охотников все исчезает или от чего? Хотя рябчики, а сегодня просто они молча где-то, ну я не знаю где они. Вообще ни взлетов, ни перелетов, ни свистков, ничего нету. Просто молчат где-то вот в елках сидят и все. А хотя они есть. Есть. Я не говорю, что лес пустой. Есть. Рябчики есть. Ой, с погодой не повезло в этом сезоне. Позвонил там, везде дожди обещают. Да, досмотрел фильм. Блин, первый раз я скачивал фильм. Мне так понравилось, ребят. Следующий поход, когда будет, я не только 2 фильма закачаю, а 10 фильмов закачаю. Вот просто вот я пришел в избу сегодня и как готовил и заодно смотрел фильм. Вот этот второй фильм уже все, я пересмотрел. Больше нету фильмов. Первый вот про наркобарона. Паула или как там, Эскобара, вот, наркобарон. И второй фильм это «Кокаин», наверное. Тоже интересный, между прочим. Мне так понравилось. Шуточный. И про наркотики тоже фильм идет.
посадили на 60 лет потом его. Но интересно было смотреть. С юмором немножко. Немножко даже чуть-чуть я огорчился, что так получилось концовка. Семья разрушилась и все это дело, конечно. Но интересно было смотреть. Я дома такие фильмы даже и не смотрел бы. Надо было мне все серии «Бандитского Петербурга» закачать. Я сейчас дома пересмотрел, надо было все это закачать и посмотреть. Здесь. Просто тупо закачать и посмотреть. В следующий раз что-нибудь. Сейчас дома «Бандитский Петербург» смотрел и «Банды» еще сериал. «Банды», просто «Банды». Ну, типа такого же, как и «Бригада» это. Вот. Ладно, все. Давайте, ребят, до завтра. Посмотрим завтра, какое утро будет, какая погода. Все зависит от погоды. Будет хорошая погода, я буду целыми днями ходить, искать, бродить, добывать, как получится. А в такую погоду, ну, я не знаю. Лучше дома на ночь сидеть, в избе. Или на рыбалку, но недалеко от избы. Посмотрим. Да и ветер еще такой. Мне хочется по трассам сейчас погулять, лесопунктовским и по старым вырубкам, по новым вырубкам. Все это вот в планах у меня есть, но все зависит от погоды, ребят. Силы, желания есть. А вот погода пока тормозит меня вообще капитально. Вот такие дела. Все, давайте. Я ужинаю и встретимся уже завтра. Посмотрим, что будет завтра. Буду снимать. Пока. Суп вкусный получился, между прочим.